получается, что я тогда должна молчать. Ну, потому что все слова, по сути дела, они бессмысленны. В какой-то степени да. Но это молчание не внешнее, это внутреннее молчание. Да. А чем отличается внутреннее от внешнего молчания? Ну, внешнее молчание ты можешь такая на уровне ума такая, ну, смыслов нет, все, я такая рот на замок, и такая сижу, притихла. То есть притихла та же личность. А внутреннее молчание – это уже другая глубина, когда ты глубоко понимаешь, что да, этого нет, и у тебя ум замолкает. Он перестает искать, он перестает искать опору, искать смыслы, искать какие-то там, не знаю, что-то искать, да. То есть личность, она всегда не удовлетворена. Она все время ищет причину чего-то, что-то улучшить, что-то подправить, да. А у тебя появляется внутренняя тишина, спокойствие. Это не то, что у тебя тотально нет мыслей, потому что это невозможно. Это просто несвязанность мыслями, несвязанность умом. И ты просто пребываешь вот в этой удовлетворенности и тишине внутренней. Но ты можешь, это не то, что ты там не можешь говорить, да, это не об этом, да, это просто другое воззрение на мир, другое смотрение, понимание мира, понимание происходящего вокруг. Когда ты, к этому прийти, чтобы к этому прийти, нужно вот это вот обнаружить, поисследовать, что смыслов нет, кто такой я, что ты как отдельное что-то не существуешь. Если ты как отдельно не существуешь, значит у тебя нет ничего своего. Ты не хозяин своих действий, тебе ничего не принадлежит. И когда вот это вот целостное знание укоренится, тогда наступает внутренняя тишина. Вот это она. Это не та тишина, которая искусственная. Такая услышала, такая раз, и все, я типа молчу. Это не об этом. То есть можно молчать по-разному.